Мы не можем попасть в теплицу. 17 августа нам было ограничение доступа. За этими воротами, как утверждает представитель КФХ Павел Владимиров, все их имущество, инструменты, техника, а главное цветы. Рассказывает, он со своими дочерями арендовал теплицы с 1 октября прошлого года у компании «Резонанс». Условия договора – 1 миллион рублей в месяц. Документ действовал до конца июня 2020-го. Как говорит Павел Александрович, устно они договорились с арендодателем, что платить начнут в мае-июне, когда пойдут продажи. Но с началом пандемии КФХ остался без заказов. Остались неоплаченными и все счета за аренду. В связи с пандемией тут весь мир попал, не только мы. И просто не получилось, не удалось толком поработать. Мы настроились на вторую волну, август, сентябрь, октябрь. Но руководство ООО «Резонанс» нам ограничило доступ в теплице. У арендодателей есть на это свои аргументы. 30 июня у него закончился договор аренды. О том, что он должен освободить теплицу и ограниченный ему в доступе, ему это было направлено в конце августа. 2 месяца ему все-таки дали возможность подумать, что-то делать. Позиции того и другого вполне понятны и объяснимо. Один пытается спасти свой бизнес, другой вернуть долги за аренду. «Резонанс» предоставил нам документы, что 17 августа они уведомили КФХ Владимирова об ограничении доступа к имуществу, так как долг составляет 17 миллионов рублей. Из них 9 миллионов рублей аренда, больше 6 миллионов, как звучит в документе, за пользование чужими денежными средствами. Еще 2 с лишним миллиона – неоплаченные коммунальные услуги. Как написано в уведомлении, в связи с этим арендодатель ограничивает доступ и удерживает свое имущество, расположенное на их площадях. Призывают прийти на опись имущества, хотя дата ее проведения в документе не указана. Они нам навязывают, вот в это вы в первую очередь заберете, вот в это во вторую. При всем при этом они нам не дают доступа к нашему личному имуществу. Они говорят, в теплицу вы не зайдете, вот сюда машину поставьте, мы сюда вывезем, отсюда вы заберете. Решения суда нету. Без решения суда они незаконно удерживают имущество главы крестьянского хозяйства. На 65 миллионов. Вместе с цветами, вместе с завезенным оборудованием, вместе с почвой. Предполагаем, что у него заинтересованность такая, что он хочет забрать ликвидный товар, что он там хочет сделать. Продать, не продать, это не наше дело, нам без разницы. А частично, большую, наверное, львиную часть просто оставить здесь как мусор. Нас это не устраивает. 5 октября, за день до нашей съемки, КФХ получил очередное уведомление. На этот раз от компании «Татстройкомфорт». Именно у них 28 января этого года Владимировы оформили целевой займ под залог своего бизнеса. Однако платежей здесь тоже не было. Теперь кредитор требует сохранить залоговое имущество и освободить теплицы от цветов до 15 октября. Мотивирует тем, что впереди холода. Ограничение доступа мы видели лично. КФХ Владимировы вызвали полицию. Получается, они между двух огней. С одной стороны, должны выполнить условия кредитора, который требует вывести и сохранить цветы. С другой – арендодателя, который требует оплаты и ограничивает доступ. Хотя Владимировы утверждают, если сохранят и вывезут товар, то смогут рассчитаться со всеми. Они считают, что в теплицах находится имущество на 65 миллионов рублей. Мы запросили официальные документы о подтверждении этой суммы. Они прислали чеки и внутренние акты сверки. Бухгалтерского документа мы не получили. Сейчас КФХ беспокоится, что останутся ни с чем. Особенно, когда увидели объявление о продаже теплицы на одном из сайтов. Вот открываем Авито, где написано, вот теплица 79 миллионов, Республика Татарстан, Пестричинский район, Богородский сельское поселение. Там написано «Продается готовый бизнес». «Резонанс» объясняет это маркетинговым ходом и продажей только теплицы. Как риэлторы поступают, рекламный ход или еще что-то, мне без разницы, по-разному же продают стул. Как они продадут и как заинтересуют клиента, это уже все-таки специалисты сами по-своему делают. Через 10 дней дело будет рассматривать суд, куда обратилась компания «Резонанс». В исковом заявлении они требуют вернуть задолженность уже в размере 31,5 миллионов рублей. Сумма выросла за счет договорной неустойки в 19 миллионов рублей. Проверку уже начала прокуратура. Пока однозначно делать выводы, что нарушены права предпринимателя, мы не можем, но в рамках проверки будут сделаны выводы о наличии либо об отсутствии прав со стороны контролирующих правоохранительных органов. Помочь разобраться сторонам в споре готовы и в аппарате бизнес-омбудсмена республики. В этот пандемийный год не все предприниматели удержались на плаву. Если Владимировы смогут претендовать на льготные программы поддержки бизнеса, то им помогут в их получении. Если нет, то окажут юридическую консультацию. Мы мало того, что разберемся в этой ситуации и попробуем связаться с конечными исполнителями, кто до этого рассматривал их обращения, и выясним, почему же права их так и остались нарушенными. Либо же мы можем инициировать, собственно, какую-то проверку этого факта.
Пока стороны не могут прийти к компромиссу. История в любом случае получила большую огласку. В процесс вовлечены различные структуры, вплоть до суда. Время в цветочном бизнесе играет огромную роль. Сейчас важно, чтобы все стороны пришли к диалогу, ведь каждый из них бизнесмен, и каждому важно продолжить свое дело. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Пестричинский район, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.